Во-первых, благодарю вас, что вы все пришли. Мне всегда очень приятно видеть знакомые и незнакомые лица. А сегодня вдвойне приятно видеть и девушек, и парней, молодых мужчин. Спасибо, что проявляете интерес не только к той самой ювелирке, бижутерию, хотя татары носили тоже и бижутерию, и не бижутерию. Вот я, например, сегодня не в металле, а в пластмассе. Но это тоже особенность, которая влияла всегда на определенный период и на временные различия. Я вам хочу сегодня рассказать не только об украшениях, а вообще о том, какую они роль играли в жизни татарской женщины в любом ее возрасте, от маленькой девочки до пожилой женщины, и в жизни мужчины, и вообще играли ли какую-то роль украшения в жизни татарского мужчины. Вот сегодня она играет роль или нет? Как вы думаете? Мужчины носят украшения? Носят. А могу отметить такую особенность, что исследователи еще с конца XIX века активно начали изучать народы Поволжья и писали, что как раз-таки именно татары отличаются тем, мужского пола, что очень ухаживают за собой. Они не только практически каждый день бреют голову, потому что они достаточно часто брили голову, подстригают свои усы, но при этом еще очень любят носить модные для того времени украшения. А вот какие были модные, а какие нет, я вам расскажу чуть позже. А хотела бы я начать именно с строк одного татарского поэта 19 столетия, который еще родился в 18 веке, Габдул-Джабар Куандалы. «Время поможет рубины найти». Вроде бы такая непонятная, вполне запутанная фраза, но в ней очень интересные моменты скрыты. Кажется, что все самое интересное было где-то там далеко, но на самом деле это было не там далеко. Это сегодня есть наше настоящее. Потому что украшения мы носили как и тогда, так носим и сегодня. И хотела бы начать, наверное, с наиболее ранних украшений, конечно же, женских. Кто из вас знает эту милую даму? Татарскую женщину. Очень часто ее называют сюмбике. На самом деле, кто был на прошлой лекции, наверное, слышал по поводу того, что я говорила, что, скорее всего, сюмбике была не в подобном головном уборе, а он был немного другой. И вопрос в том, что какой головной убор носила замужняя женщина, а какой незамужняя. Но это вы можете послушать в лекции, которая выложена в открытый доступ. Сегодня же мы поговорим не о головных уборах, а поговорим об украшениях, которые украшали вид татарской женщины, наверное, в 18-17 столетии, то есть чуть ранее, чем сегодня будет основная часть нашей лекции. Интересно отметить, что как бы много мы ни говорили об украшениях в целом, достаточно много сохранилось именно в археологических материалах и очень мало понятного в обыкновенных этнографических материалах, что касаемо более раннего периода. То есть мы, например, знаем, какие были украшения в период болгар проживания, золотоордынский период, но практически не знаем, что было в 16 и 17 столетии. С чем это связано? Дело в том, что в более ранний период у нас активно ведутся археологические раскопки, то есть именно более раннего периода. И там достаточно много именно фактического материала. Но одна беда в чем? Материала много, но нет всегда полного понятия, как его носили. А в более поздний период материала меньше, но есть изображения, есть музейные коллекции, которые нам дают возможность понять, как же оно было на самом деле. Вот такой временной парадокс. Одни из самых ранних украшений, которые именно характеризуются татарским населением, сохранились в фондах Российского этнографического музея и, безусловно, нашего Национального музея Республики Татарстан. И обратите внимание, в нижней части находится очень интересное височное украшение под названием сырга. Оно сохранилось в единственном экземпляре. Оно, скорее всего, крепилось именно к конусообразному головному убору височной части и спускалось в нагрудную. Состояла из цепочек и небольших подвесок, выполненных в технике филиграни. В более поздний период сохранились подобные украшения, но они были чуть короче и были как подбородочные перевязи. Такого длинного, объемного уже варианта не сохранилось в 19 столетии. Если обратите внимание на изображение, то увидите, что у этой дамы есть еще и налобная повязка. И эта налобная повязка выполнена полностью из металла. Да, действительно, опять-таки в единственном экземпляре в фондах Российского этнографического музея сохранилась подобная повязка, называется буаш-хаситеся. Необходимо понимать, что вот два вида этих украшений, конечно же, характерны были именно для знати.
Понятно, что в сельской местности, в повседневной жизни подобные украшения не носили. И поэтому их осталось очень мало в целом, и они характеризуют более ранний период ювелирного искусства. Если мы перейдем к следующему варианту, то мы здесь увидим моего любимого художника Карла Федоровича Гуна. Почему моего любимого художника? Потому что именно у него в большом количестве представлены изображения костюмного комплекса как городского, так и сельского середины XIX века, а именно 60-х годов. В чем же плюс? Мы здесь с вами можем увидеть вроде бы примерно одинаковые элементы одежды, но при этом они смотрятся совершенно по-разному. Вот в данном варианте представлен именно городской костюмный комплекс. Все та же самая рубаха показана, головной убор, колфак, камзол. А вот в следующем варианте мы с вами уже увидим сельский вариант. Причем там показан как чуть левее. Это у нас повседневный образ с платком, а правее уже праздничный. Так вот, обратите внимание, в праздничном образе есть головная повязка ука-щащак. Не путайте с цветком. Данные повязки могли как полностью быть пришиты к головному убору, а именно колфаку, так носились и отдельно. Причем интересно отметить, подобная залотная бахрома ука-щащак носилась как казанскими татарами, так и татарами кряшенными, при том, что она потом присутствовала и в костюмном комплексе у ряда финно-угорских народов. Так, например, тот же самый колфак, а колфак носили и удмурты. Притом, прошу обратить ваше внимание, при кажущемся такое разительном отличие с первым изображением и со вторым, основа одна. То есть тут присутствует та же туникообразная рубаха, покрой идентичная. Только тут у нас валан в нижней части, а при этом он мог быть чуть выше, мог быть полностью отсутствовать. В городском и в сельском варианте не отличались. Самое главное было отличие – это в используемых материалах. Безусловно, это касалось и украшений. Люблю эти булавки, щелбор, которые в достаточно большом количестве сохранились в музейных коллекциях, и почему-то о них очень часто умалчивают, не рассказывая. Скорее всего, это связано с тем, что для казанско-татарской традиции они были не характерны. Почему? Потому что они служили прежде всего для закалывания тастаров. Тастар – это полотенцеобразный головной убор, который в большей степени сохранился у мишарей и у татар-кряшен. Когда рассказывают о щелбор, то прежде всего в рамках истории именно мишар и татар-кряшен. Но я не могла сегодня не рассказать о щелбор, в связи с тем, что я их очень люблю. Мне кажется, для современных девушек покрытых это очень удобная булавка, которая будет показывать и твою идентичность. Сегодня мы с вами будем следовать определенному принципу. Какому принципу? Мы начинаем с головы. То есть у нас с вами были головные украшения. Мы начали с повязки налобной, у нас было височное украшение. Конечно же, к головным украшениям у нас относятся и те самые шумящие подвески щулпы. Щулпы были разнообразны по исполнению. Это могли быть и обыкновенные монетки. Обратите внимание, здесь как раз у того самого моего любимого художника Карла Федоровича Гуна показана маленькая девочка, у которой в косы вплетены небольшие щулпы, состоящие из одной или двух монеток. Но при этом, если мы с вами посмотрим далее, мы увидим, что щулпы были также разнообразны. А в чем их было разнообразие? В том, что они могли бы состоять либо из одной монеток, либо из нескольких частей. Причем щулпы могли быть и составные, то есть подвесок могло быть от 1 до 3, а также, если мы посмотрим в следующем варианте, они могли быть соединены небольшим коромыслицем, куэнделек щулпы. Но они были достаточно тяжелые, то есть понятно, что на одну косу их не подвесишь. И чаще всего их носили либо прикрепив к 2 косам, либо к другому девичьему украшению, тезме, накосному, к нижней части самого накосника. При этом, в связи с тем, что там было, кроме еще этих щулп, разнообразные подвески, бляхи, монеты на тканевой основе, безусловно, они достигали достаточно высокого и большого веса. Поэтому, когда их крепили к косе, их могли подвязывать либо вот здесь, вот в нижней части головы, подводя наверх, либо подводя наверх и вниз под подбородочную часть, тем самым, чтобы снизить вес и давление на голову. Перейдя далее, мы с вами как раз таки увидим те самые тезме или щащтенкесе, девичьи накосники, которые скрывали всю косу, в отличие от щулпы. Причем необходимо отметить,
что именно тезме или чащтенкасе это были все-таки больше, даже не больше, это были девичьи украшения. А вот чулпы носили как маленькие девочки, так и взрослые женщины. То есть такие моменты тоже необходимо не забывать. Обратите внимание, тут показаны 3 тезме, 3 девичьих накосника. И у каждого этого девичьего накосника в верхней части, получается, у нас в нижней части показано то, что у нас находится внизу косы, а вот слева наверху то, что находится наверху косы. И чаще всего это были либо небольшие бляхи, ювелирные бляхи, либо коранницы, где могли быть какие-то изречения из Корана, либо охранительные записи, которые помогали девушке в этом мире. Вообще необходимо понимать, что очень часто украшения нанесли, безусловно, конечно, декоративный характер, но и к тому же они несли и охранительный. То есть как бы они охраняли своего владельца. Тут, конечно же, разные предыстории. Кто-то считает, что это чисто такой религиозный аспект, кто-то считает, что это не только имеет отношение к религии, но и больше к язычеству. И вот мы сегодня с вами, когда вот будем узнавать об украшениях, будем смотреть с разных сторон, где у нас религия, где ислам, а где языческие корни прослеживаются в украшениях. Пройдем далее. Понятно, нам необходимо с вами увидеть, как же эти украшения выглядели. Если мы с вами поняли, как вплетаются в косы щелпы, причем маленькие и большие, мы с вами должны понять, как же выглядели на живой девушке то самое тезме. Причем, в чем отличие тезме от чащтенкасе? В данной ситуации на обеих девушках одна из них модель, которая была сфотографирована в Национальном музее, думаю, в конце 90-х годов, а вторая тоже модель, но нарисована Карлом Федоровичем Боном в 1860-х годах. Тезме состояла из 2 полос ткани, которые были соединены перемычками. И на эти полосы ткани нашивались монетки, либо бляхи, которые имитировали эти монетки. В нижней части могли быть подвески в виде щуп, каких-то небольших блях также, причем они могли быть в единичном либо в нескольком количестве. А чащтенкасе представлял собой цельную полосу ткани, на которой нашивались либо каури, либо кораллы, либо те же самые монеты. И считается, что это более архаичный вариант. Если мы с вами вспомним Георги, я думаю, скорее всего, много слышали. Может быть, и не знаем, кто такой, но это был исследователь в 18 столетии, который ездил в экспедиции. И у него было одно из первых изображений татарской женщины. И вот как раз в вид спереди, вид сзади, вообще очень часто профессиональные художники этнографической школы рисовали татарских женщин, и не только татарских, вид спереди и вид сзади, чтобы было понятно, как же выглядит костюмный комплекс с разных сторон. И вот как раз-таки он один из первых показал чащтенкасе. И считается, что чащтенкасе носили с конусообразными на твердой основе головными уборами, а уже тезме появляется только в 19 столетии. Когда мы говорим о головных украшениях, безусловно, необходимо понимать, что без серег мы никуда. И чаще всего наиболее классической формой татарских женских сережек считается именно вот в данном варианте миндалевидные. Но необходимо понимать, что еще в начале первой трети, наверное, 20-го столетия Николай Ильич Воробьев, этнограф, советский этнограф, писал такую мысль, что у татар не существует своих традиционных, народных, как он писал, национальных сережек. Почему же он так считал? А считал он так, потому что в сельской местности были распространены не такие миндалевидные, а миндалевидные тоже носили, но в праздничном варианте, а более простые. Наиболее архаичный ранний вариант татарских сережек считается в виде знака вопроса. То есть небольшой металлический прутик, изогнутый в виде знака вопроса, с небольшими камушками, нанизанными на него. И те же самые одинцы, двойницы, тройницы, которые были характерны и для славянских, и для финно-угорских народов, также носило и татарское население. Тогда возникал вопрос, а что же является татарским? Какая та вот классическая ювелирная школа, которая была характерна для татар? И вот впоследствии исследователи, в частности, Светлана Владимировна Суслова, этнограф, уже корифей, до сих пор работает в нашем отделе в Институте истории, написала свою диссертацию как раз-таки по украшениям. И именно она первая обратила внимание на то, что именно вот этой формы миндалевидной характерной для татар. Именно это их ювелирная школа. Причем подобные миндалевидные серьги носили казанские татары, татары Кряшины,
Финно-угорские народы точно так же присутствовали. Почему? Потому что активно покупало население и других народов, видя такие красивые по исполнению серьги. В чем же их особенность? Это тонкая изящная филигрань, состояла чаще всего из двух небольших основ, то есть небольшой маленькой, листообразной нижней, с разным количеством подвесок. Камни могли присутствовать как в самой серьге, так могли и не присутствовать.